северных территорий. Площадка «Арктика», территория экологии, обозначена как встреча-диспут, встреча обсуждения экологических проблем, которые повсеместно наблюдаются в северном регионе. Цель нашей сегодняшней встречи – это привлечь внимание к экологическим проблемам и острым вопросам Арктики, а также расширить знания об этом регионе. Программа ООН по окружающей среде выделяет следующие основные направления экологические проблемы арктического региона. Это изменение климата и таяние арктических льдов, загрязнение вод северных морей стоками нефти и химических соединений, а также морским транспортом. Сегодняшняя площадка «Арктика. Территория экологии» объявляется открытой. Докладчиками выступают студенты Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина и Сыктывкарского лесного института. Оценивать работы студенты будут наши эксперты жюри, председатель состава жюри и модератор площадки Канев Владимир Алексеевич, кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела флоры и растительности Севера с научным гербарием Института биологии, Денисова Илона Владимировна, кандидат геологических наук, доцент кафедры экологии Института естественных наук СГУ имени Петерима Сорокина. Географических. Мусихин Петр Васильевич, заведующий лабораторией кафедры химической технологии и техносферная безопасность Сыктывкарского лесного института. И Ткачев Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Коми Республиканской академии государственной службы управления. И для начала я предоставляю слово Каневу Владимиру Алексеевичу с докладом «Роль ООПТ в сохранении биологического разнообразия в арктическом регионе Республики Коми и перспективы развития». Пожалуйста. Объяснить, что такое заповедник, нацпарк, заказник и памятник природы. К сожалению, очень часто путают. Иногда заказник называют заповедником. Заповедник – это высшая форма охраны. Высшая форма охраны охраняемых природных территорий. Территория, которая находится под заповедником, непосредственно передается в управление собственно заповедником. То есть это территория заповедника. Охраняется собственным штатом. Дальше. Является бесплатным землепользователем. Запрещается любая хозяйственная деятельность. Запрещается проведение интродукции растений, разведение животных. И запрещается туризм и рекреация. По поводу последнего пункта кто-то сразу может поспорить, что туризм есть. Да, есть туризм, но это нет хорошей жизни, и не все заповедники идут, но как бы официально до сих пор прописан запрещен туризм и рекреация. Вот как раз для туризма и рекреации у нас создаются национальные парки. В отличие, также территория полностью принадлежит территории самому национальному парку, но также могут входить земли других природопользователей, например, земли лесхозов, муниципальных объединений и так далее. То есть не полностью, вот уже отличие. И кроме того, из таких самых главных, в национальном парке разрешен туризм, который не должен превышать какую-то определенную свою допустимость. Также возможно проводить опыты по интродукции климатизации и разрешена определенная производственная деятельность, которая не вредит основным охраняемым объектам. Заказник. Это тоже с целью сохранения и воспроизведения или восстановления определенных природных объектов или комплексов. Самое главное отличие уже от национального парка и заповедника, то что территория заказника не принадлежит самому заказнику. Это всегда земли других землепользователей. То есть нету такого юридического лица заказник, который распоряжается своей землей. Обычно это территория лесхозов, муниципальных объединений и леспрограммы. У нас есть небольшие остатки лесов, еловых лесов, которые находятся вот как раз на южной границе данного заповедника, то есть у заказника, извиняюсь. Так как территория горная уже практически находится на Полярном Урале, то есть есть небольшие остатки реликтовых еловых лесов, которые как раз уникальны для данного района. Следующий административный район. Это Интинский район, территория его чуть побольше, 30 тысяч квадратных километров. Тут у нас 13 ОПТ, чуть побольше. Национальный парк, 8 заказников и 4 памятника природы. Про национальный парк я уже вкратце говорил.
Вот, территория интересная, уникальна. В последнее время я как раз больше не в заповеднике работаю, а в национальном парке, изучая флору и растительность. Очень много интересных находок. Поэтому будем продолжать изучение, особенно такие неизученные бассейны, как вот у нас Касью, Щугар и Почерек. К сожалению, южные районы даже оказались у нас более-менее мало изучены, чем северные. Вернемся к списку данного района. Вот тут я выделил красным цветом. Появился у нас новый заказник Чернореченский. В 2017 году вот он показан кружочком. В юго-западе от города это создан для охраны крайне северо-таежных еловых лесов. Он был в 2013 году был выезд. Мы решили именно выделить данный заказник, потому что специально северо-таежные еловые леса, которые на своей границе не охраняются, это именно равнинные. Поэтому был сделан заказник. Кроме того, два заказника, особенно, например, под городом Инто, Интинский заказник был удален, упразднен в связи с тем, что опять испытывает сильное антропогенное воздействие. Еще из таких интересных... Так, если возвращаться... Извините, тут прерываюсь немножко. Если посмотреть в национальном парке, то какие у нас растения интересные. Вот я тут показал наиболее интересные растения в национальном парке, которые характерны только для нацпарка. Это как криптограмма курчава. Вот козелец гладкий, это растение мы 2 года назад впервые нашли на территории нацпарка. Был известен только в заповеднике. И на 300 километров севернее от заповедника мы нашли новую точку. Как бы это очень интересно, то что новый вид для нацпарка. Это подтверждает его уникальность. Ну вот еще тут представлены мак лапландский, радиола четырехчленная. Это растения сами по себе малочисленные, не крупные популяции, поэтому показано то, что у некоторых растений редких и бывают крупные популяции. У того же пиона, у радиолы розовой. А вот этих растений всегда малочисленные, по 10, по 50 экземпляров, и популяции разрознены. Вот еще некоторые виды растений, тоже довольно редкие, ну кроме щитовника мужского, остальные все малочисленные. Ну, возвращаясь к ОПТ Интинского района, есть такой из интересных заказников Панью заостренно, государственный природный заказник, комплексный, находится в междуречии реки Панью заостренно. Тут находится наиболее крайне северный массив кедровых лесов. Это практически самая северная точка. Я в данном заказнике был в 2010 году. Кедр плодоносит, высота кедра до 15-20 метров. Места заболоченные, но на водоразделе более такие становятся предгорные, красивые, с лесотундрами, участками даже самой тундры. Ну и самое главное, как я сказал, это охраняется кедр на самой северной точке распространения. Следующий довольно интересный заказник в Интинском районе Адак находится в долине реки Уса. Там охраняются скальные выходы и выходы термальных источников сероводородных. Там также у нас представлена уникальная флора растений реликтовых. Кроме того, геологи также охраняют разрезы свои. И кроме того, еще интерес представляет не только вот данные источники, но что раньше там был лагпункт. И там, как остатки лагпункта, есть печи для обжига известняка было, ну еще как исторического точки значения. Как вот в то время жили гулаговцы. Теперь перейдем к территории города Усинска с подчиненной ему территорией. Тут у нас 12 ОПТ, 5 заказников и 3 памятника природы. Территория тоже большая, 30 тысяч квадратных километров. Тут я хочу упор сделать только на один большой заказник. Их вот 8 заказников и памятников природы представлено. Вот схема. Самый большой заказник, который это болото у нас Усинское, комплексный заказник, находится на юге района. Остальные заказники это или геологические вот эти, или болотные заказники, которые не такого большого интереса не представляют, как Усинский комплексный заказник или болото Усинское. Оно очень большое, крупное, более 30 километров в диаметре, включено водное болотное угодье Рамсарской конвенции, так как это огромный большой источник пресной воды. Это представляет себе, вот если тут посмотреть,
С самолета сфотографирована это большая огромная болотная система, очень тяжело проходимая, топкая и в основном представлена верховыми болотами. Это главный один из источников пресной воды на нашем севере. И последний район, который у нас входит условно в арктическую зону, это Усть-Илимский район, самый крупный, 10% от территории РК. Тут 14 ОПТ, 13 заказников и 1 памятник природы. Но в арктический регион я бы только включил 5. Почему? Потому что вот зона распространения мерзлоты примерно так нарисовала условно, потому что тут данно все-таки тут преобладает тайга. Больше болот, тундровые ландшафты у нас преобладают в данной зоне. И как раз, и тем более у нас северный полярный круг проходит вот тут. Поэтому вот это только потому, что данные южнее ОПТ, это у нас все-таки характерно, еще раз повторяюсь, для таежной зоны. Вот тут список ОПТ. Это все для района. А наиболее интересные я вам покажу только два. Это болото Океан, государственный природный заказник. Тоже одно из самых крупных массивов. Находится на правом берегу Печоры. Тут не только болото, тут очень много тундровых систем. Сейчас я покажу. Я был в 2009 году. Да, болото огромное, пролетая на вертолете без конца и края. Вот если посмотреть с космоснимка, из планеты Земля я взял еще старый снимок, то вот это вот все вот такого грязно-зеленоватого, это в основном тундрово-болотные ландшафты. Чуть повыше гривки начинают тундры, пониже, где заболаченность, там идут болота. И вот такие круглые пятна, это островки леса, вот такого круглого. Это вот такая водно-болотная большая система. И вот космоснимок. Снимок с вертолета. То, что вот такие круглые островки леса, вот они хорошо видны. И вот, к примеру, не ландшафты, а типы растительности, которые представлены в данном заказнике. Это у меня был сделан доклад для ботанической конференции, я поэтому все равно переставил сюда показать, какие ландшафты, но времени немного, поэтому не буду. И следующий, который заказник последний хотел представить, это лесной заказник Сула-Харягинский. Находится в нижнем течении реки Печоры, практически на границе с НАУ. Это охраняется уникальный сосновый лес на границе своего, хотя сосняки идут еще севернее, практически до Нарьян-Мара. Для республики Коми это самый крайний сосновый лес, нерубленный, находится в реке Суле. Поэтому вот создан еще в 70-е годы. Ну и последнее, что хотел сказать, это показал существующую сеть. Ведем над созданием новых. Пример ОПТ, примерно 10 новых ОПТ скоро создаться. Все в основном будут на границе Ненецкого автономного и Ямало-Ненецкого автономного округа. Потому что у нас в основном заказники, если созданы, видите, такие для каких-то горных ландшафтов, для определенных каких-то уникальных объектов, мы практически не охраняются равнинные тундры. Практически не было, потому что горные тундры были какие-то леса, были какие-то скалы, были вот отдельные объекты, которые я показал. Сейчас большая, вот в Аркутинском районе большая Лахорта и Большая Роговая как раз для равнинных тундр. Но еще будет несколько заказников, которые как раз охраняют уникальные тундровые ландшафты. И с такими небольшими интразональными участками, как также леса и луга. Все, спасибо за внимание. Сюда. Так, далее представляю доклады студенты учебных заведений и первый докладчик Волкова Виолетта Вячеславовна. Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Тема доклада «Значимость дереворазрушающих грибов, ксилотрофных базидиомицетов в таежной зоне Европейского северо-востока России». Здравствуйте! Я расскажу про значимость дереворазрушающих грибов. Попробую рассказать попроще. Снова здравствуйте. Дереворазрушающие грибы. Они являются санитарами леса и разлагают все упавшие деревья. То есть без них не проходил бы полный круг от дерева до органических веществ. Они достаточно важны
в лесу и в нашей жизни. Почему ксилотрофные базиомицеты? Потому что это наиболее часто встречаемые дереворазрушающие грибы, и они наиболее важны. Будет встречаться понятие как трутовые грибы. Это не систематический класс, они являются крупными базидимицетами, которые имеют трубчатую структуру. И давайте дальше. Практическое применение трутовых грибов, то есть дереворазрушающих грибов для человека, делится на применение в лекарственных средствах, в качестве еды, ну, естественно, только съедобные грибы, и для переработки отходов. Также есть от них и большой вред для сельскохозяйственной деятельности, потому что они поражают деревья и разрушение деревянных изделий, домов, сараев и сохраняемых дров на зиму. Лекарственные дереворазрушающие грибы. У нас встречается трутовик лакированный. Это наиболее часто используемый лекарственный дереворазрушающий гриб. Он изначально использовался веками в Азии. В нем есть много всяких БАДов, сейчас сделано на основе Ganoderma laculum. Наиболее активными соединениями, выделенными из этого гриба, являются полисахариды и тритерпены. Все лекарства, которые созданы на основе этого гриба, содержат эти соединения. Также есть трутовик скошенный. Это всем известная чага. Она растет в наших лесах. Ее используют в БАДе, который прописывают от онкологии бифургин. Возможно, кому-то прописывали как общетонизирующее средство. Действующими органическими соединениями являются меланины. Они образуют хромогенный полифенилкарбоновый комплекс. Также найдена агарициновая кислота, смола и марганец. Является сырьем только наросты и сейчас используется в медицине, а также споровые тела. Она используется в качестве заварки, сейчас продаются чаи на основе чаги. Она используется в традиционной медицине. И также она использовалась издревле по всей России. Из нее варили основу для кваса. Она применяется при язвенной болезни желудка, гастритах, злокачественных опухолях. Применяется тогда, когда уже невозможно химическая терапия, онкология, она применяется для уменьшения болей и улучшения общего состояния больных. Также у нас растет трутовик березовый, Polyporus bentulus. Его часто путают с трутовиком настоящим по названию, но это однолетний гриб, он более мягкий. Его проще отличить по внешним признакам. Плодовые тела однолетние, без ножки, мякоть белого цвета, по запаху съедобная, то есть в ней нет никаких химических таких соединений. Он считается несъедобным официально, потому что он горький. Но, в принципе, в нем нет ничего отравляющего, его можно употреблять в пищу при каких-то ситуациях. Из него была извлечена
Полипареновая кислота – это биологическое активное вещество с ярко выраженным противовоспалительным эффектом, не уступающим кортизолу. Также есть съедобные дереворазрушающие грибы. Это трутовик серно-желтый. Он условно съедобен. Он съедобен только после термической обработки, и желательно его варить очень долго, около 45 минут. Ну, как в принципе, лучше отваривать все грибы. Он может использоваться вместо мяса в вегетарианской кухне и длительно храниться в морозильнике. Также он применяется как источник нескольких антибиотиков, активных к нескольким формам стафилококков. Также у нас встречается трутовик зонтичный. Он тоже съедобен, но он находится в Красной книге, поэтому его лучше не собирать для еды. Он весьма редкий, попал в Красную книгу, и он все уменьшается за счет вырубки лесов. Встречался в верхнем течении реки Печора. Также вред дереворазрушающих грибов. Но все дереворазрушающие грибы способны нанести вред вашим заготовкам дерева, домам, постройкам. Поэтому лучше все обрабатывать и следить, чтобы они не выросли. Изначально мицелий растет во всем внутреннем структуре дерева, поэтому их сложно очень заметить. А когда уже вырастают плодовые тела, бывает уже поздно что-то охранять. Также грибница разрушает саму структуру деревьев, поэтому садовые деревья, которые заразились, очень быстро погибают, поэтому сейчас пытаются вывести химические вещества, убивающие трутовые грибы в садовых участках, но это практически невозможно. Инфекции садовых деревьев у нас не так сильно выражены, потому что у нас мало плодовых деревьев, но на юге это очень частая проблема, что может выкосить весь сад. Вообще они очень важны в экосистеме. Они одни из самых главных разрушителей древесины. Без них у нас бы просто, заходя в лес, были бы поваленные деревья, которые разрушались бы веками. Поэтому можно сказать им спасибо за то, что они делают наш лес более красивым. Спасибо. Есть ли ко мне вопросы? Да. Трутовые грибы, ну и дереворазрушающие грибы распространены везде, где есть деревья. То есть их граница ареала совпадает с границей деревьев. То есть где вечная мерзлота, естественно, не будет трутовых грибов. Север не спасает от распространения трутовых грибов, они морозоустойчивы, достаточно некоторые виды. Но, например, насколько я знаю, в городе Воркуте все деревья посажены искусственно большие. То есть важно детям объяснять, что не надо на них
рисовать ключами сердечки, иначе эти деревья заразятся и не доживут до следующего поколения. Вообще нарушение коры может привести к заражению. Любое нарушение коры. Повторите, пожалуйста. Конечно, дереворазрушающие грибы вызывают разные гнили древесины, то есть они превращаются древесина превращается в труху. Просто. Сорбенты, ну, сейчас вроде пытаются выделить из вешенки что-то такое, чтобы сорбировало токсические вещества. Ну, я и занимаюсь культивированием грибов в лабораторных условиях. То есть их можно, допустим, гонодерма лакулум, трутовик лакированный, он достаточно редкий. Его выделяют в культуру, высаживают на больших площадях в мешки с опилками, и потом его можно собирать практически как картошку в больших масштабах и делают БАДы. Также делают практически та же технология, как, допустим, с шампиньонами, которые продаются в магазинах. Да. Извините. Жюри, я, пожалуйста, прошу задавать свои вопросы в микрофон, а то у нас ведется запись. Хорошо? Далее приглашается Миниханова Наталья Ришатовна, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Тема доклада «Экологическая оценка состояния реки Ухты по эпилитным комплексам диатемовых водорослей». Добрый день, глубоко уважаемые члены жюри и участники диспута. У меня тема немного поменялась, и разрешите представить проект по разработке системы практической индикации экологического состояния водотока, испытывающего антропогенное воздействие на основе диатомовых водорослей на примере реки Ухты Республики Коми. Проблема качества воды является одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время. В федеральной целевой программе «Вода России» отмечена ответственность Российской Федерации за сохранение водных ресурсов. Проблема чистой воды озвучена также в послании президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Город Ухта – второй по численности населения в Республике Коми. И предприятия, которые располагаются в окрестностях города по добыче и переработке нефти, они оказывают влияние на качество воды реки Ухты. Согласно госдокладам о состоянии окружающей среды в Республике Коми, качество воды с каждым годом неуклонно ухудшается.
В связи с этим большое значение приобретают вопросы контроля и мониторинга экологического состояния данного водотока. Контроль качества воды осуществляется специализированными службами, главным образом по гидрохимическим, гидрофизическим и микробиологическим показателям. Однако существуют методы биоиндикации водной среды на основе отдельных групп гидробионтов. К ним относятся и диатомовые водоросли, которые широко используются для мониторинга водных объектов во многих странах мира. Однако применение диатомовых водорослей в широкой практике вызывает затруднения, так как требует наличия специальных навыков и знаний. И устранению данной проблемы может послужить специальная база данных, включающая ключи для определения видов конкретного водного объекта, изображение видов и основную информацию по экологии каждого вида. Несмотря на высокую индикационную значимость диатомовых водорослей и актуальность проведения исследований реки Ухты, публикаций по водорослям данного водотока сравнительно немного. И в связи с вышеизложенным цель настоящего проекта заключается в разработке доступной для практического использования в экологическом биомониторинге реки Ухты базы данных, основанной на данных о составе и ежегодной динамике диатомовых водорослей и пелитона на участках реки, расположенных в разных условиях антропогенного воздействия. Для достижения цели поставлены следующие задачи. Ежегодное проведение альгологических сборов и сбор воды для химического анализа на контрольных участках реки Ухты, выявление таксономического состава и относительного обилия диатомовых водорослей, определение качества вод реки Ухты на основе диатомовых водорослей, выявление основных индикаторных видов для реки Ухты, уточнение их индикационной значимости, исходя из особенностей распространения в регионе исследования, создание коллекции изображений видов диатомовых реки Ухты, разработка ключа для идентификации видов диатомовых водорослей, включающего текст и иллюстрации, и создание самой базы данных, которая позволит оперативно проводить определение основных индикаторных видов диатомовых водорослей и получать сводную информацию об экологическом состоянии реки. В результате реализации проекта будет максимально выявлен видовой состав эпилитона диатомовых водорослей реки Ухты, установлены особенности сообществ диатомей на участках реки, расположенных в разных условиях антропогенного воздействия, и их динамика. Будут также подобраны индексы, наиболее простые и адекватно описывающие экологическое состояние реки Ухты. Будет составлен ключ, который позволит лаборанту-исследователю в короткие сроки научиться быстро и точно проводить идентификацию наиболее важных для биоиндикации видов диатомовых водорослей реки Ухты. Предполагающаяся к разработке база данных по диатомовым водорослям реки, включающая изображение, ключ для определения видов, информацию по экологии таксонов, будет являться уникальной для Республики Коми. Данную базу данных можно будет рекомендовать к использованию службам, которые осуществляют мониторинг реки Ухты. Дальнейшее расширение базы данных за счет включения других водных объектов позволит создать удобный инструмент для оценки экологического состояния водоемов региона в целом. Данный ресурс также можно будет рекомендовать для подготовки научно-исследовательских работ школьников по биомониторингу. Быстрое определение таксонов, их обилие, наличие данных по экологии видов, автоматизация подсчета индексов с использованием разработанной базы данных позволит оперативно получать информацию об экологическом состоянии реки. Продолжение работ позволит получить многолетние данные по динамике сообществ диатомовых водорослей, проанализировать эти изменения, исходя из видов и интенсивности антропогенного воздействия на экосистему реки Ухты. Сведения об экологии, распространении и структуре эпилитонных сообществ диатомовых водорослей для реки Ухты и других водных объектов Республики Коми будут также востребованы среди специалистов-альгологов при проведении научных исследований в других регионах. На слайде представлена проделанная на сегодняшний момент работа в рамках данного проекта. Собраны альгологические пробы и сбор воды в 7 точках, расположенных в разных условиях антропогенного воздействия. Проведена обработка проб
изготовлены постоянные препараты, проведено определение видов диатомовых водорослей и проведен таксономический и эколого-географический анализ таксонов, а также определено качество воды методом индикаторных организмов с опробованности Пантли и Бук в модификации сладичка. В результате проведенного исследования были сделаны выводы, представленные на слайде. В апеллитоне реки Ухты выявлено 190 видов с внутривидовыми таксонами диатомовых водорослей, 125 из которых выявлены впервые для реки. Соотношение экологических групп отражает гидрохимические особенности водотока. Исходя из значений индексов сопробности, вода по качеству определена как умеренно загрязненная. Результаты работы были опробированы на 4 конференциях, и по теме исследования имеются также 4 публикации. И для дальнейшей реализации проекта требуется продолжение ежегодных сборов и анализа альгологических проб для изучения межгодовой и сезонной динамики, изменения состава и обилия диатомовых водорослей реки Ухты, изучение особенностей реакции на возможные изменения водной среды водотока, одновременный со сбором водорослей отбор проб воды для химического анализа, проведение химического анализа воды в аккредитованной химической лаборатории, опробирование индексов и методов оценки экологического состояния водных объектов с использованием диатомовых водорослей с целью подбора наиболее простых и адекватно описывающих экологическое состояние реки Ухты. И разработка ключа для идентификации видов диатомовых водорослей и создания базы данных, которая позволит оперативно проводить определение основных для реки Ухты индикаторных видов и получать сводную информацию об экологическом состоянии реки. Спасибо большое, у меня все. Наиболее загрязненным участком, сейчас, секундочку, я включу карту. Наиболее загрязненная получилась, значит, на станции 4, которая расположена недалеко от нефтеперерабатывающего завода. Там вот индекс сопробности получился наиболее высокий, и эта станция наиболее загрязнена. Но и наиболее чистой станцией была выявлена станция 7, которая расположена за поселком Гырдьёль, и она как раз-таки принята за условно-фоновую станцию. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, когда мы выполняем идентификацию видов и определяем их экологию, значит, виды, которые обитают в чистых водах, они выпадают из доминирующих комплексов, и видов, которые предпочитают воды с высокой минерализацией, их становится больше. То есть сменяются доминантные комплексы видов, которые вот обитают в загрязненных водах, становится больше, а тех, кто обитает в чистых водах, их становится меньше. Некоторые совсем выпадают из сообщества. Скажите, пожалуйста, какие показатели вы исследовали химическим путем, потом проверяли, как влияют водоросли? Спасибо за вопрос. Из химических только определялась pH, электропроводность, и больше никакой анализ по воде не определялся. Каким образом тогда вы определили, как влияют эти водоросли? Может быть, биологическое потребление кислорода, там сколько-то дней, или еще другие показатели? Нет, такие показатели не определялись. Спасибо.
Наталья Ришатовна, скажите, пожалуйста, а в дальнейшем можно ли рекомендовать предложенную методику для совершенствования единой государственной системы экомониторинга? Тем более на северных территориях, как мы знаем, эта сеть развита слабо. Вот ваше мнение каково по этому вопросу? Спасибо большое за вопрос. Я считаю, что да, можно будет рекомендовать данную базу, можно будет ее также пополнять, и какие-то другие реки, которые слабо изучены, их также добавлять в эту базу и быстро проводить мониторинг состояния водной Благодарю, среды. спасибо. Нет, не проводились. Вообще река Ухта, она очень слабо изучена в этом плане. Да, поскольку она берет начало в отрогах Тиманского кряжа, и она достаточно типичная. Что, простите? Получается, в Баренцево море, через Ижму, через Печору попадают в Баренцево море. И к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Сколько? Мгм. Спасибо большое. Приглашается Расторгуев Георгий Александрович, Сыктывкарский лесной институт. Тема доклада об изменении климата. Всем здравствуйте. Меня зовут Георгий. Тема моего доклада звучит: изменение климата в Арктике. Климат Арктики классифицируется как полярный. Он характерен долгой холодной зимой и коротким прохладным летом. Полярный климат можно подразделить на две части. Одна относится к тундре, в которой самые теплые месяцы имеют среднюю температуру от 0 до 10 градусов, и другую с территорией, имеющей ледяной покров, где она во все месяцы составляет в среднем 0 градусов, а также присутствует постоянный снежный слой. Из-за активной антропогенной деятельности и загрязнения окружающей среды в Арктике происходят глобальные климатические изменения. Специалисты отмечают, что за 600 последних лет регион поддался резким переменам. Изменение климата Арктики включает в себя повышение температуры, уменьшение площади и толщины морского льда. Погодно-климатические условия Арктики считаются одними из самых суровых на планете. Кроме того, что здесь очень низкая температура, погода может резко измениться на 7-10 градусов по Цельсию. Ледяной и снежные покровы держатся почти весь год. Зимой здесь долгая полярная ночь. Это очень суровое время года. Зимой температура воздуха понижается до минус 60 градусов. Среднее значение в январе равняется минус 30. Дуют сильные ураганные ветры и частые бураны. Летом она находится чуть выше нуля и в июле представляет плюс 3 градуса. Имеется круглосуточное освещение, но тепла мало. Почва не успевает полностью оттаять. Морской лед является важнейшим элементом окружающей среды Арктики. Он покрывает приблизительно 15 миллионов квадратных километров ее вод в зимний период и около 5-7 миллионов летнего минимума, отражая большую часть приходящего солнечного излучения. Площадь арктических льдов резко уменьшилась. Другим наглядным свидетельством потепления климата служит таяние многолетней вечной мерзлоты. На значительной части
криолитозоны, которая является верхним слоем земной коры с отрицательной температурой пород и почв, отчетливо выражена тенденция к повышению температуры в верхней части. Она связана с потеплением атмосферы. Хотя климатические изменения в европейской части России слабее, чем в Сибири, но они не менее существенны. Гренландский ледяной щит. Второй по размеру ледяной щит мира после антарктического. Его площадь составляет 1 миллион 833 тысячи 900 квадратных километров. Он занимает около 80% территории Гренландии. Протяженность с севера на юг почти 2530 километров, а ширина на севере достигает 1094 километра. Средняя толщина льда – 1500 метров. В связи с потеплением климата Гренландский щит уменьшается. Наблюдения со спутников показали, что его территория достигла минимума за 30 лет наблюдений. Объем ледника расценивается в 2,85 миллиона кубических километров. Частью арктической зоны в Республике Коми является город Воркута. За последние 10 лет в нем наблюдаются изменения средней температуры, максимальной и минимальной, а также влажности и количества осадков. Подводя итог, следует сказать, что Арктика – это огромная территория, которая содержит в себе огромное количество природных богатств, поэтому человек должен ее сохранить. Спасибо за внимание. Вопросы? Основной причиной потепления являются выбросы углекислого газа, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи, испускаемые от Солнца к Земле. Вследствие этого возрастает средняя температура. А на самом деле, я вот как будущий инженер в этом не вижу проблемы. Солнечная энергия, попадая на Землю, частично остается на ней, а большая часть испускается обратно. Благодаря углекислого газа она больше сохраняется на планете, и у нас есть возможность ее использовать. Скажем, на примере обратного холодильника или кондиционера. Конечно, если мы изначально не знаем, как это сделать, можно этот процесс замедлить, но в целом можно сказать, что это не совсем глобальная проблема, и ее нельзя будет решить. Последнее слово не услышал. Извините, у нас в институте есть свое отдельное направление дороги, поэтому я не могу точно сказать, сколько она проживет. А во-вторых, у нас есть в институте полигон, который занимает инновационных идей, который как раз в котором есть два участника, разрабатывающие дорогу более надежную, практичную и способную выдерживать суровые условия и резкие изменения климата. А вот по поводу вашего вопроса, к сожалению, я не могу ответить. Мы научим наши машины летать.
У меня тоже вопросик к вам, Николай, будет. Скажите, пожалуйста, с точки зрения Я же будущего... не Николай. Николай? Георгий, извините. Извиняю. Извините, скажите, пожалуйста, с точки зрения будущего инженера, способен ли Киотский протокол решить проблему потепления в тропосфере и таяния льдов? Хороший вопрос. Ну, я думаю, сможет решить. Он же существует. Киотский протокол. Приглашается последний докладчик Якубенко Станислав Викторович, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Тема доклада «Типизация болот под зоной северной тайги с использованием ГИС-технологий» на примере Каджаромского лесничества. Приветствую членов жюри и участников диспута. Сегодня хочу представить такую тему, как типология болот северо-таежную под зоной тайги на примере Каджаромского участкового лесничества с использованием ГИС-технологий. Почему же важно изучать болото? Болото занимает довольно небольшую площадь на земном шаре, это примерно 3 миллиона квадратных километров. Но в то же время доля болот в поглощающей способности углекислого газа исчисляется почти что четвертью при такой маленькой площади. Все дело в том, что поглощающая способность болот выше таковой у лесов в 7-15 раз. А также болота являются большими резерватами, собственно, углерода. Они запасают в своем теле большую его часть. Тоже, соответственно, забирая, депонируя углекислый газ с атмосферы Земли. Также болота являются эмитентами парникового газа. Собственно, они углекислый газ выделяют, но в большей части этим газом является метан, который тоже участвует в процессе парникового эффекта. Так. Целью моей работы было проведение оцифровки болот Каджаромского участкового лесничества, расчет площади оцифрованных болот, а также разделение болот по типам выделенным. Для этого были использованы данные с сайта Геологической службы США. Там выставляются снимки с разных спутников, которые в открытом доступе, а также с геопортала Республики Коми была взята лесоустроительная информация. Программное обеспечение использовалось в виде ArcMap 10.4 для обработки всей геометрии и вычислений и QGIS 3.0 для создания карты. Собственно, дешифровка снимков проходила в ручном режиме. Использовались космоснимки космического аппарата Sentinel-2B в комбинации каналов 8.11.4. Это ближний инфракрасный, коротковолновый инфракрасный и красный диапазон. Эта комбинация каналов является большой кладезью на самом деле для определения водных объектов, и очень хорошо на ней показывается контраст суши и водных объектов. Собственно, по этому контрасту можно было определить, где собственно, болото, а где суша. После дешифрирования происходил замер вычисления площади. Вот получилось. После вычисления площади происходило разделение болот на типы. Всего было выделено 3 типа. Выделенных типов было 3, то есть грядово-мочежинные комплексы, иные верховые болота, а также болота, не относящиеся к верховым. Как видим, на территории Северной тайги, конкретно в Каджаромском участковом лесничестве, преобладают АПА-болота. Это было известно, эти данные только подтвердили существующие. Меньшую часть, соответственно, занимает верховые болота и другие, не относящиеся к ним. На основании всех полученных данных было создано
карта болот Кожеромского участкового лесничества, на которой представлены все болота, которые были вычислены. По ней проглядывается один интересный факт. Грядово-мочежинные комплексы имеют широтную зональность, но чтобы это подтвердить, нужно также прокартировать либо все Кожеромское лесничество, либо даже Печорский район. И этот метод позволяет это сделать. Правда, он трудоемкий. Как итог могу сказать, что была проведена оцифровка болот, было выявлено 552 болота на территории в 244 тысячи гектар. Общая площадь болот составила 30 600 гектар, то есть около 13% площади всего лесничества. Также была проведена типизация болот и была вычислена площадь каждого из типов болот. И в конце хочу сказать о перспективах использования этой комбинации в спутниковых космоснимках. Здесь представлены два космоснимка с двух разных платформ, правда, но в одинаковом диапазоне, том самом. Коротковолновый, средний и красный. Один снимок с платформы Landsat 1997 года, второй снимок с платформы Sentinel 2019 года. Это территория южной части полуострова Колгуев, и на ней можно видеть два аспекта развития. Первое – это развитие болот в тундровой зоне, второе – это развитие, собственно, техники, которая сейчас летает на орбите Земли. Если посмотреть детально, то можно заметить, что на некоторых озерах площадь сплавины увеличилась. И это может подтвердить исследование Томского государственного университета. Это открытая информация. Также, что интересно, площадь болот незначительно, но тоже увеличивается. Также они отвоевывают некоторую часть растительного покрова. И растительный покров, далее, если продвигаться к долинам рек, также отвоевывают эти долины. То есть с потеплением климата можно сделать такой вывод, что, в общем, растительность, которая находится в тундре, она все больше развивается и развивается. Возможно, даже в будущем это принесет какие-то дивиденды в виде использования этих самых земель. Вот. И обратно же, вернувшись к Томскому государственному университету, сотрудники его уже прорабатывают такие моменты, чтобы была возможность использовать такие земли. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Это, скорее всего, зависит от растительности, которая сам растет. Но если подумать о растительности, которая растет на верховых болотах, это может положительно повлиять, но, правда, нужно какое-то время для становления самой экосистемы, потому что это довольно медленно. Сейчас, в принципе, можно довольствоваться только той площадью тундровой, которая доступна, и надеяться на небольшое увеличение с годами. Ваших методов можно определить гряды и мочежины? Да, более того, я этим занимаюсь прямо сейчас. У меня тема дипломной работы такая. В дальнейшем этот метод будет использоваться для вычисления эмиссий парниковых газов. И вот как раз центральной темой, центральным объектом этого исследования были именно грядово-мочежинные комплексы. Так, получается, даже посчитать площадь можно будет? Да, можно. В принципе, вот именно прелесть этого метода, то, что именно болото в нем очень хорошо детектируемы. Как известно, граница болота и леса у разных исследований по-разному проходит по сомкнутости кром. Если смотреть просто изображение, которое в естественных цветах, эти кроны видны, соответственно, по изображению в естественных цветах нельзя провести четкую границу. Там надо искать, там плавный переход происходит. А вот именно в этой комбинации каналов происходит резкий переход, и поэтому площадь болот может быть хорошо детектируема. Ну, у меня еще такой вопрос, более тяжелый, наверное. Я на болотах часто бываю, как раз специалистами отдела лесоэкологических проблем Севера, и часто видел различный моховой покров. Можно ли с вашим методом даже определить вид, потому что там несколько видов определенных, и часто вот именно определенные виды дают цвет свой. Вот если вот так, вооруженным взглядом. А вот с помощью ваших методов можно определить сфагнум фускум, например, от сфагнум магелланикум? Потому что они очень хорошо цвета различимы.
скорее всего, виды конкретных мхов нельзя, но сейчас, вот, если подумать, эти массивы довольно небольшие, вот, а пространственное разрешение этих каналов сейчас 20 метров на пиксель, то есть, когда вычислительная техника дойдет до такого уровня, хотя бы метр на пиксель, или даже меньше, вот тогда можно будет, возможно, говорить про какое-то распределение именно по видам. Даже сейчас, в принципе, вот болота, которые есть, в них можно всякие морфологические элементы выделять, но вот именно морфологические пока, а не ботанические. Спасибо, понял. Технически пока невозможно. Да. Скажите, пожалуйста, вот очень интересный доклад. Можно ли эти технологии ваши использовать при обнаружении выбросов, сбросов от промышленных объектов? Так как сбросы и выбросы довольно узко локализированы, скорее учитывая пространственное разрешение, нет. Но насчет выбросов, это стоит подумать, поскольку всего у этого спутника 12 каналов получается, и есть самый первый, называется прибрежный аэрозоль. Я не знаю, правда, возможно их использовать, но скорее всего выбросы, если сейчас это невозможно, но в будущем точно можно будет, возможно, детектировать их спутника, так как, соответственно, датчики наверняка будут, если не есть сейчас. Видите ли, сейчас задача ставится с 2021 года, введется новый закон о промышленной безопасности, где будет дистанционный мониторинг. Вот я и спрашиваю, нельзя ли использовать ваши, так сказать, задумки, наработки для этих целей? Ну, конкретно снимки, вот многоспектральные, можно использовать. Не эту комбинацию, конечно, но можно даже сейчас в открытом доступе. Есть карты, которые онлайн обновляются, в которых есть информация по частицам, содержащимся в воздухе. Не, правда, не точная, но уже есть и обновляемые. Значит, это направление будет развиваться, и, скорее всего, такое будет возможно. Так, все заявленные докладчики представили свои работы. Просим жюри оценить участников сегодняшней диспут-площадки «Арктика. Территория экологии». И пока жюри совещается, мы приглашаем сотрудника Национальной библиотеки Ванькевич Ирину Альбертовну. Она будет презентовать национальный атлас Арктики. Здесь маловато места, чтобы его разместить. Здравствуйте. Меня уже представили. Я специалист Национальной библиотеки Ирина Альбертовна. И что самое главное для библиотеки? Это, конечно же, книги. И мы очень рады представить вам удивительное издание «Национальный атлас Арктики». О нем заговорили в 2017 году, когда по указу президента России Роскартографии был издан этот научный труд. Более 200 ученых стали создателями национального атласа Арктики. Рукописное издание тиражом всего 1000 экземпляров представили общественности. Книга содержит не только карты полярных территорий России, но и включает в себя статьи о географических, экологических, экономических и социальных особенностях арктических территорий. По мнению авторов, информация, изложенная в уникальном издании, будет настоящим откровением для его читателей. Я хочу сказать, что этот атлас, вот видите, во-первых, это просто прекрасное полиграфическое издание. Кроме того, здесь более 500 страниц информации об арктической зоне Российской Федерации. В него включен, во-первых, богатейший картографический материал. Здесь более 340 карт, точнее 341. И, как вы понимаете, картографирование таких территорий, как Арктика, всегда было связано с огромным риском для путешественников. Да? Они открывали новые земли, наносили их на карты. Вот начиная с середины 15 века картографирование Арктики началось. В 20 столетии с развитием авиации появилась аэрофотосъемка. Ну а теперь в распоряжении современных картографов у нас уже космические снимки.
То есть на картах ледяного континента белых пятен не осталось. Но помимо карт в издании справочные сведения, тематические статьи и значительный объем фотографий, схем, диаграмм и космических снимков. Кроме того, для удобства читателей существуют терминологические и географические словари. Конечно, это научное издание. Когда я думала, как его представить, дочка смеялась и говорила, написать табличку только для пытливых умов. На самом деле, может быть, так и есть, но когда я стала знакомиться с этим атласом, я поняла, что там огромное количество очень интересной и полезной информации, очень интересные факты. Так получилось, что сама я никогда Арктикой не увлекалась, эту тему особо-то не изучала, и если бы меня на улице спросили, остановили, что вы можете сказать об Арктике, я бы вспомнила, наверное, северное сияние, льды, двух капитанов Каверина и медвежонка Умку. Когда я стала просматривать этот атлас, я чувствовала себя первооткрывателем. Там всего 22 раздела. И причем в первом разделе дается представление о мировой Арктике в целом, о специфике арктической зоны Российской Федерации и характеристика каждого субъекта в нее входящего. Впервые такие факты в атласе. Впервые статус земель, расположенных в Российской Арктике, определен в ноте МИД Российской империи в 1916 году. Потом Советский Союз в 1926 уже ее закрепил. И сейчас российский сектор крупнейший в Арктике, более 9 миллионов квадратных километров, учитывая водную акваторию. В его составе 4 субъекта Российской Федерации полностью. Это Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Отдельные территории Якутии, Красноярского края, Архангельской области, и, естественно, нашего Воркута. Вообще крупных городов в Российской Арктике 6. Это Архангельск, Мурманск, Норильск и другие. В этом же разделе вводном очень интересно изложена история освоения и развития Арктики. Археологи считают, что самые первые люди появились там около 30-40 тысяч лет назад. Славяне же пришли на побережье где-то в X-XI веках. По крайней мере, самое первое упоминание о путешествии за полярный круг некоего посадника Улеба из Великого Новгорода упоминалось в летописи 1032 года. Постепенно новгородцы, переселяясь, основали Поморье. По последним данным, почти 90% населения современной Арктики проживают в городах. Если спросить, какой первый город был основан в Арктике, большинство, наверное, назовут Архангельск. Но на самом деле самый первый русский заполярный город был основан в низовьях Печоры в конце 15 века. Это был город Пустозерск. Он просуществовал до 1960-х годов. Находился он в 20 километрах от нынешнего Нарьян-Мара. И, к слову сказать, в 17 веке в Пустозерске была основана тюрьма, самая страшная и далекая на севере государства. Там сидел в свое время идейный идеолог старообрядчества Протопоп Аввакум, которого все знаете. Сидели здесь опальные князья да бояре, конечно же, воры и бунтовщики. Помимо тюрьмы из Пустозерска в свое время уходили северные экспедиции. В атласе можно проследить все значимые арктические экспедиции и географические открытия. Полный обзор истории заселения и освоения полярных областей вплоть до 2015 года. Несколько разделов дают подробную географическую и климатическую характеристику Арктики. Это ее геологическое строение, рельеф, эволюцию, природу и климат. В Арктике добывается 10-я часть общемировых объемов нефти и 4-я часть природного газа. Надо сказать, что 80% нефти и почти весь газ приходится именно на арктические территории России. Кроме того, здесь находятся месторождения угля, драгоценных, редкоземельных, цветных металлов, алмазов. То есть этот раздел «Ресурсы нет» дает полное такое подробное представление о минерально-сырьевых ресурсах, в том числе на континентальном шельфе. О Северном Ледовитом океане, его морях, побережьях, о многочисленных островах, а также о водах и почвах суши в следующих 5 разделах. Такой факт. Северный Ледовитый океан менее соленый, чем любой другой, благодаря ледникам, осадкам и стокам рек. Толщина однолетних льдов в Арктике достигает 1,5 метров, многолетних до 3-4. Для сравнения, наши северные реки промерзают от 40 до 80 сантиметров. Живой природе Арктики, экологическим проблемам посвящены следующие разделы. Климат Арктики значительно отличается в разных ее зонах, как уже говорил один из ваших докладчиков. Живая природа очень сильно разнообразна,
И даже в полярных районах и во льдах есть жизнь. Там обитают как минимум водоросли или шайники. Ну вот есть такая хвостатая амфибия, называется сибирский углозуб. У нее феноменальная способность переносить температуры до минус 40 градусов, а при 0 градусах она все еще активна. Землеройка бурозубка. Не просто самое маленькое животное Арктики, но к тому же еще самое прожорливое. Эта кроха весит от 3 до 16 граммов, а съедает в 4 раза больше собственного веса. Причем больше 3 часов без еды прожить не может. Ну, белый медведь – это визитная карточка Арктики. Для их популяции серьезную угрозу представляет постоянное таяние льдов и браконьерство. И надо сказать, что сейчас только коренным народам, которые проживают на побережье Северного Ледовитого океана, разрешена по специальной квоте охота на белых медведей, а также на китов, нерп и моржей. Из их шкур местные жители шьют одежду и обувь. И вот такой интересный факт. Обувь из шкуры старого моржа или нерпа выдерживает походу по сланцевым почвам, которые не выдерживает никакая современная высокопрочная каучуковая подошва. В разделе «Население и культура» информация о демографической ситуации, о коренных народах и о миграции. Конечно же, чем вот еще этот отдел замечателен, здесь очень хорошо видна контрастность развития региона. От почти первобытного хозяйства и кочевания до современных городов. Ну а насчет демографической ситуации, самая благоприятная она в Ямало-Ненецком автономном округе. В остальных же районах Арктики, к сожалению, сокращается количество населения. Так, например, в Воркуте с 1989 года население сократилось чуть ли не вдвое, почти со 116 тысяч до 59. В разделе «Культурное, духовное и природное наследие» сведены воедино все части арктического наследия. Это и самый знаменитый заповедник Соловки, и другие музеи, следы полярных экспедиций и становищ, полярные станции, заказники, памятники природы. Обо всем подробно рассказано. Следующие разделы посвящены экономике региона, природным и техногенным рискам и актуальным проблемам. В первую очередь это высокая загрязненность территории, районы с высокой степенью загрязненности. И завершает атлас уникальные данные, демонстрирующие изучение и картографирование Арктики с помощью космических снимков с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, а также раздел «Арктика. Зона международного сотрудничества». Его данные отражают стратегические приоритеты России в Арктике и возможности сотрудничества с другими арктическими странами. Итак, если подвести итоги, сегодня Арктика – важнейший для экономики России регион с колоссальными запасами нефти, газа, других полезных ископаемых, а также с гигантскими запасами пресной воды. Растительный и животный мир Заполярья удивительно неповторим. У коренных народов самобытная культура и традиции. Арктика быстро развивается. Появляются современные промышленные объекты и города, создается транспортная инфраструктура. Регион имеет огромное геополитическое значение. Вы знаете, все ведется борьба за территорию в Арктике. Это зона стратегических интересов разных стран. Национальный атлас Арктики как раз и собрал воедино все знания об особенностях этого региона. Как отмечают создатели, он может служить основой для прогнозирования и планирования деятельности в арктическом регионе. От себя хочу добавить, что это просто отличный материал еще для научных работ и для педагогов. Вот при таком малом тираже, вы слышали, это не более всего 1000 экземпляров на страну и при очень высокой стоимости самого атласа, таким изданием может похвастаться не каждая библиотека. Я говорю, что мы хвастаемся. Мы приглашаем вас для просмотра этого атласа, для изучения, для работы с ним в стенах нашей библиотеки. Так как наше здание сейчас на Советской 13, к сожалению, закрыто, мы вас приглашаем на Катаева 41. И все, спасибо за внимание, успехов вам! Итоги подведены, но для начала от лица Национальной библиотеки Республики Коми мы хотели бы вручить благодарность Каневу Владимиру за участие в жюри. Ткачеву Сергею Алексеевичу,
Мусихину Петру Васильевичу. И Денисовой Илоне Владимировне. Спасибо, что оценивали наших участников. А теперь перейдем к церемонии награждения. Так, награждается дипломом третьей степени Арктика, территория экологии, Расторгуев Георгий Александрович. Так, дипломом второй степени награждается Волкова Виолетта Вячеславовна. Так, секунду. Сейчас, секунду. Так, повернуться. Дипломом первой степени награждается Миниханова Наталья Решатовна за доклад про диатомовые водоросли. И еще одним дипломом первой степени награждается Кубенко Станислав Викторович. Ну и пару слов я хотел сказать о целом о докладах, о работе нашего диспута. Доклады очень интересные, мне понравились, потому что на конференциях школьных, молодежных, студенческих я часто присутствую в качестве жюри, в качестве консультанта. Можно выделить тут две такие части докладов. Первая, как непосредственно свои исследования. Это про диатомы водоросли, про и ГИС-технологии на болото очень понравились. Докладчики четко отвечают на поставленные вопросы, очень хорошо, очень интересно. И еще два доклада, которые больше были теоретические. Видно, пока еще студенты готовятся к дальнейшей работе, поэтому своих исследования еще не показали, показали в основном теоретически. И хотел в целом пожелать, что, к сожалению, очень часто встречаюсь, студенты и школьники часто не знают всю теорию своих вопросов, поэтому при выступлениях докладов, то, что даже если у вас не входит в сам доклад, обязательно читайте все вопросы. Вот, допустим, по диатомам воды, по дереворазрушающим грибам, базидиум мицетам, как бы информации можно, и тем более по республике Коми уже достаточно опубликовано. Можно было расширить доклад, показать значение по республике. То есть вот немножко не представлена была литература. Поэтому мне доклады, еще раз говорю, понравились. Спасибо за выступление и надеюсь, что на те замечания, которые я высказал, думаю, будет решаться и доклады будут лучше. Спасибо за внимание. Спасибо большое всем за внимание, участникам за их доклады. Итак, диспут Арктика, территория экологии подошел к концу. Но мы с вами не прощаемся и надеемся, что на следующий год вы тоже, студенты, примете участие. Большое спасибо. Хочу напомнить, что в 16:30 здесь продолжится наша работа Дня Арктики и будет встреча с легендарным женским уникальным лыжным отрядом «Метелица», единственным в мире. Две участницы приехали из Москвы. Они расскажут о том, как они покорили Северный полюс и Южный полюс. Приходите.